Несмотря на то, что сейчас у нас в Якутске стоят 30-градусные морозы, многие дачники озабочены будущими урожаями, которые они надеются собрать в сентябре этого года. И все направляются в специализированные магазины за семенами, за удобрениями, что сделаем и мы. И сегодня мы пообщаемся здесь как раз с нашей героиней репортажа, которая дает консультации для огородников. Идемте. Варвара Ивановна здесь? Да, здесь. Варвара Ивановна. Здравствуйте. Давно не виделись. Да, как хорошо. Частый посетитель наш. Слушаю Да. вас. Я хотела бы вас спросить, вот я в прошлом году в теплице сажала, теперь хочу на улице какие-нибудь низкорослые томаты. И вот Кстати, какие сейчас посоветуете? все интересуются безрассадным. Все задают вопрос, можно ли сажать у нас безрассадным способом. Это прежде всего вот название безрассадный, да? Ну, он, конечно, самый спелый, самый скороспелый. Но по-любому в наших условиях помидорки никогда не успеют заплодоносить без посадки рассады. Поэтому даже вот эти, это называется без рассады, обязательно нужно сажать через рассаду. Просто всю рассаду мы сажаем после 8 марта, а эту можно посадить в конце марта, в начале даже апреля. И он успеет, да, и он успеет, и вы будете с помидорками. А если непосредственно в грунт, вы не успеете получить урожай. Я очень люблю выращивать томаты, и я всегда прихожу в этот замечательный магазин, чтобы проконсультироваться с Варварой Ивановной, с Романом. Они очень хорошо консультируют и дают советы по поводу того, как выращивать те или иные овощи или цветы. Ну, конечно, Варвара Ивановна нас очень приятно встречает, все знает она, все советы дает. Это много чего мы не знаем, это она очень хорошо объясняет. Лично не знаком, но состою в группе вместе с женой. И в группе общаемся, задаем вопросы. Группа WhatsApp? Группа WhatsApp, да, ихнего магазина. Вот, и там общаемся, какие нас интересуют вопросы, как новичков. Она рассказывает все подробно. Даже сказали, что книга у нее есть. Вот, хотим, если что, по случаю приобрести. А что вам понравилось в ее инстаграме? Вы подписаны на нее, да? Я на нее подписана. Ну, я вот, например, просматривала сейчас, как она сеет дельфиниумы, многолетние дельфиниумы. Вот, она дает там хорошие рекомендации по посеву земляники. Да, я пользовалась этими ее советами. Логотип магазина «Мы». В определенные дни прихожу сюда и даю бесплатные консультации для людей. Подсказываю, что как посадить, какие сроки, как это удобнее сделать, а также то, что именно приемлемо для нашего климата, чтобы хорошо росло, чтобы хорошо плодоносило, это имеется в виду овощи. И, в общем-то, рекомендую всем, где что, как бы побыстрее, чтобы люди, бывает, торопятся. Все, я им рекомендую, подсказывай, где что. Это я только консультации делаю. Ой, родилась я на Украине, на Полтавщине. Это такая вообще житница. Там действительно, вот когда мы сюда приехали, Саша все время надо мной смеялся. Говорит, там же, ты, говорит, думаешь, так же все расти будет у тебя, когда я стала сильно увлекаться уже всеми посадками. Он говорит, ты думаешь, ты тут тоже, как на Украине, палку воткнешь, и будет все расти. Очень много там, конечно. Мама очень сильно, постоянно занималась посадками, мама выводила новые сорта. А как часто вы бывали на своей родине? На своей родине мы бывали каждый год, потому что проезд был бесплатный. Саша работал в органах, поэтому бесплатно, и мы каждый год ездили. Мама всегда говорила, пока я жива, приезжайте ко мне. И мы так и делаем, мы все время ездили туда. Мама очень любила зятя,
Он такой помощник, все время ей помогал. У них было все время вообще. Только утром просыпался и спрашивал: мама, что сегодня делаем? Помните тещу, да? Конечно, помню. Это очень обязательный человек, добрый, грамотный, работящий человек. На родину к супруге. Вот что вас больше всего удивило? Помните? Удивила природа, тепло, красота вообще, солнце там. Больше всего его удивило, когда мы приехали. Для мамы была вообще на Украине. Саша был единственный такой, не русский. Поэтому, когда мы приехали и пошли на рынок с мамой, там на рынке все бегали, забегали на него вот вперед и на него смотрели. Говорили: негр приехал, негр приехал. Говорили: боже, наша Варвара вышла замуж. Вообще. А потом все привыкли, уже все знали. Не говорили, что там приехала Варвара с мужем. Якуты приехали в гости. Так говорили. Ну. Потом деток привезли тоже вообще все время. Некоторые даже говорили: ой, взяла чужих детей. Они маленькие, вот якутята были вообще. Взяла, говорит, чужих детей и нянчится. А вы вот, доча сказала, что вы вывели какие-то георгины, да, новые сорта? Это мама. Мама. Это мама занималась. Мама была, я говорю, лучший садовод Украины. Она занимала первые места. И она, да, она, в общем-то, вывела сорта. Я говорю, посвятила дедушке, мужу моему. Да, седой капитан. Такой есть. Такая георгина. Она бордового цвета и белая прядь на ней. Вот, называется седой капитан. Да, да. Алдан, Вилюй. Это она вот называла, вот, ну, потому что знала. Вот. И она все это рассказывала. А еще она прививала плодовые деревья. У нее на одной яблоньке могло расти 3 вида яблок. И вот это все, видимо, передалось нашему внуку Роману. Да? Он с таким увлечением этим всем сейчас занимается на даче. Ему это очень-очень нравится. Просто когда обрезаете, у него ствол утолщается. Его поливать часто надо, что ли? Нет, Он у иначе меня у в него пластиковом стаканчике стоит, корней не лежит через него. Он у него удлиненный, глубокий. Еще можете, кстати, по бокам щеточкой какой-нибудь убирать лишнюю землю, и корни будут уплотняться, утолщаться. Я вообще-то с детства был в этом всем участвовал, поливал, ухаживал, но все равно задумывался, кем бы мне стать. Но рано или поздно я все-таки понял то, что надо ухаживать за растениями. Мне это нравится, как и бабушке. Она повлияла на мой выбор. Какие знания, какие вы даете советы людям, чтобы они тоже получали такие же шикарные урожаи, как у вас? Ну, во-первых, мы написали книгу с бабушкой, есть книга. А так важна обрезка, уход. То есть не просто посадить да забыть. И не только поливать. Надо обрезать, надо правильно удобрять. Ну и вот, в общем, так. И даже важна ориентированность на солнце. У меня 2 сына. Старшему уже 25 лет. Он закончил в прошлом году Северо-Восточный государственный университет, раньше он ЕГУ назывался, который я в свое время тоже закончила успешно. Вот. И сейчас он эколог-лесовед по специальности, работает в магазине и продавцом-консультантом. Ему очень нравится эта работа. Его очень хвалят, что интересно, и бабушки, мне уже идут такие отзывы, что Роман у нас очень хороший специалист. А младший учится в 10-й школе, в 5 классе. Тоже уже есть некоторые успехи. Вот я с супругом надеюсь, что из него вырастет тоже очень хороший специалист своего дела. Ну, вот он говорит, что сейчас ему IT-технологии его привлекают в этой области. Ну, там посмотрим, еще время много до окончания школы. Мы очень любим поговорить, там поиграть. А о чем вы разговариваете? Вот что бабушка тебе рассказывает? Ну, обычно про школу просто скажут, как дома у меня все, как типа, ну, вообще происходит, что у меня как. Вот так. Бабушка помогает тебе по урокам, может быть, или как-то вот по житейским каким-то ситуациям? Да. Там? Может, Ну, ты там ссоришься с друзьями? Ну или что-то? да, помогает.
Но она всегда советует, что, типа, всегда все можно разговором решить, то, что все всегда, типа, хорошо, типа, никогда не надо думать о плохом. Всегда все хорошо. Что ты еще любишь делать? Вот с бабушкой вы на рыбалку часто? С бабушкой, с дедушкой, да, я на рыбалку езжу. Ну, мы каждую неделю практически ездим. Вот моя мечта — это просто поймать щуку. Огромную щуку. И все. А ты что-то ловил уже? Ну да, ловил. А что Таких, ты ловил? этих маленьких рыбок. Ну, как маленьких, вот таких. А кто это, сорога или кто там? Да и сорок ловил, и окуней ловил. Вот так. Дедушка хвалил? Да. Он меня и учил на спиннинг ловить, и бабушка учила на спиннинг ловить. Мы познакомились в Кайсхальджае, в Тампонском улусе. Я выступала в агитбригаде, а потом на теплоходе добиралась до Хандаги. И встретила, вот он был с другом, с Чиндышином, с китайцем. Сидели в теплоходе, познакомились, и потом уже в Хандаге стали встречаться. Нынче золотая свадьба, 50 лет. Совместно живем. Александр Григорьевич, чем понравилась вам Варвара Ивановна тогда? Ну, добрая, простая девушка. Такая красивая. Слов нету. Ничего страшного. Трудно. Да, мы там прожили, в общем-то, 18 лет. А потом по направлению его отправили в Вилюйский улус, в Кызылсыр. И всю основную свою деятельность мы провели, конечно, в Кызылсыре. Самое такое время, когда было вообще, да, красота. Я туда приехала вообще совсем, как бы, ну, молоденькая еще. Ой, о, какое блюдо! Я очень-очень люблю это якутское блюдо. Караси. Именно приготовление по-якутски. А научил меня вот так вот чистить и готовить караси Петенька наш, это друг. С тех пор я все время вот так вот делаю. Еще иногда сметаной заливаю, иногда фаршированные делаю. А вообще все якутские блюда семья наша любит. Я в том числе. Манауэр. Александра Григорьевича назначили начальником, он майор по званию, приехал к нам, и вдруг Петру Петровичу говорят: мы вас познакомим с вашим земляком. А они оба ребята кобейские. Ну и позвали Петра Петровича познакомиться с этим офицером, майором. Ну, они поговорили на своем якутском языке, а потом вдруг Саша говорит: ну, а теперь познакомься с моей женой. А он говорит: ну, а где твоя жена-то? Ну, пригласи в кабинет. А он вот так вот: а вот, говорит, моя жена сидит. А там, оказалось, сидит такая яркая блондинка, красивая такая, эффектная такая женщина. Петр Петрович аж даже растерялся, потому что он не ожидал, что у Григорьева, совершенно чистого якута, вдруг жена вообще оказалась украинка. И вот так вот мы с ними познакомились. И в тот же вечер Петр Петрович, естественно, пригласил их к нам домой. И вдруг заходит к нам, во-первых, такой высокий якут, стройный, а рядом с ним такая яркая, красивая русская женщина. И двое детей. Девочка вот с такими белыми бантами, огромными, мальчик, оба сахаляры, сын прямо кучерявый такой, и в белых гольфах, я что запомнила. И мы так вот как-то сразу познакомились, и вот, знаете, как будто почувствовали, что мы вот их вот просто давным-давно знаем. Мы проболтали, просидели
просто до поздней ночи. И все, и с тех пор, это был август месяц 80-го года. И вот сегодня уже 2021 год, у нас уже дети выросли, уже внуки и так далее, а мы все вот вместе. Вообще у меня трудовой путь от санитарки до главного врача прошла. И основные годы, конечно, у нас в Кызылсыре пробыли. Там мы нашли очень много друзей, кстати, с которыми мы дружим до сих пор. Уже 40 с лишним лет. Это вот самые такие близкие друзья. Это вот Игнатьевы наши, Людмила с Петей, Харчики, Василий, Татьяна. Многие наши друзья разъехались, но мы все равно поддерживаем связь, такие как Гробовецкая, Егошина, Платонова. А вообще у нас сейчас такой доступ к связям. По WhatsApp со всеми общаемся. Даже создали группу именно Кызылсырская больница. И там выкладываем все свои достижения. Кто чего достиг, кто с кем встречается, у кого какие внуки. Это настолько интересно. Да? И показываю дедушке. Просто дедушка перенес тяжелый инсульт, и поэтому ему, естественно, очень тяжело. Но, несмотря на это, в общем-то, он держится бодренько, молодец. Благодаря и друзьям, которые с нами всегда, и в радости, и в горе, которые вообще постоянно вообще находятся с нами, и, в общем-то, как бы подняли его на ноги. Вот, так какие праздники, каждый день практически. То они у нас, то мы у них. Вот. И потом вот посмотрите на Сашу, он вот всю жизнь спокойный, покладистый он, вот он никогда голос не повысит, вот. Потихоньку все ходит, все делает. Ну, мы, конечно, уже не молодые, но представьте себе представьте себе, какие мы были 40 с лишним лет тому назад. Ну, наверное, ничего были парни. Вот. Кызылсыр, между прочим, очень интернациональный поселок был. Это русские, украинцы, татары и башкиры, это поровну. А Якутов у нас раз-два и обчелся. И вот сразу, как земляк приехал, и сразу пошли мы знакомиться. А я с Москвы приехал, учился там в ординатуре. Мамина сестра была в Алдане, родная. И их в военное время сюда перевезли. Муж военный был тоже. И их перевезли. Она осталась тут в Алдане жить. И она встретилась с мамой через 24 года. Она не думала, что они уже когда-то увидятся. И когда она уехала, старшая сестра поехала сюда. И я за ней поехала. Романтика была вообще не передать. 9 суток на поезде мы ехали. На поезде с Харькова до Большого Невера. А потом на автобусе добирались. Ну. А что вас тогда вообще потрясло, когда вы первый раз, вот, что удивило вообще в Якутии? Вот вы первый раз приехали. Больше всего удивило, когда мы поехали на автобусе с Большого Невера, я доехала до Алдана, да? Мы ехали и по дороге переходили дорогу сахатые, медведи. Потом приехали на какой-то остановке, вообще, я не помню, какая-то была остановка, в столовую покушать. И там были тоже привязанные медведи. Для меня это было вообще, я их раньше в жизни не видела, поэтому для меня была жуткая диковинка. Я когда-то снимала вашу дачу. Вот на даче вы дом сами строили, да? Тяжело было строить дом? Ну, вот так, тяжеловато. Материалов в то время
не достать и не за что приобрести туда-сюда. Но тем не менее красивый Окей. дом построили. Огород, это все, вот вы занимались огородом? Огород, да. Ну, типа целины было все там. Вообще ничего. Пришлось распахивать там вручную, там ничего не загонишь. Ну, бывает же у семьи общее хобби. Что у вас вот Ну, у нас хобби, прежде всего, это вот заниматься огородом, садом, встречать друзей. У меня лично, для меня самое святое – это рыбалка и вождение машины. Я 41 год уже за рулем. Поэтому, когда даже работала вот в Кызылсыре, я сама с Кызылсыра до Якутска ездила на машине за все, что необходимо было. Да. Совсем молодой, вы знаете, фотографии, да? Вот. Это моя подружка закадычная из детского сада, Таня Чандышин. Может, услышит, найдется. Фамилия такая интересная. Да, китайская. Тарасик посередине. Татьяна и... Ну, тут вот детский сад. Вот такие вот самые. Вот мы с братом. Папа, вот смотри, а помнишь вот эту вот фотографию? Вот тут мама на рыбалке, вот смотри, это кто, Рома или Арсенчик идет? Что-то ты помнишь, нет? Я что-то не помню. На рыбалке, да? Это для меня вот самое такое, что и на рыбалке я отдыхаю. Мы с друзьями ездим, но в основном я с внуками. Дедушка, я, внуки, забираем их, и практически каждый выходной мы на рыбалке. В школу я пошла уже в поселке Кызылсыр, это Вилюйский район, отца перевели по работе по службе, и мы всей семьей переехали в Кызылсыр. В Кызылсыре мы с братом закончили Кызылсырскую среднюю школу. Вот. Учились очень хорошо, и я и брат в общественной жизни участвовали всегда. Очень много похвальных грамот всякого рода и за спортивные успехи, и за учебу. И у меня, и у брата были. Вот. Я до сих пор все грамоты храню благодаря родителям, и теперь показываю их своим детям, что как надо учиться хорошо. Ну, в детстве мы очень любили всей семьей ехать куда-нибудь там на отдых, на природу. Отец со своими друзьями на рыбалку, на охоту. Ну, в основном и в деревне, чем в поселке занимались тоже огородом, теплицей. С мамой выращивали тоже. Сейчас это опыт очень пригодился. Я все время маму спрашивала, почему мне не нравится заниматься землей, там, огородом. Она говорит, после 40 это все придет. Оказывается, это с возрастом все приходит. И сейчас вот у нас с мужем свой дом, свой участок большой. И у меня очень много цветов, 3 теплицы. И такое большое хозяйство. И вот каждый год тоже очень много посадок. Сейчас как раз время начинается рассады. Все делаем сами. Супруг мой, да, он приехал тоже в 92 году. Сюда приехал на работу, потому что Советский Союз развалился. И сначала было очень тяжело, но со временем он поднял свой бизнес. Сейчас очень хорошая работа у него, руководитель, поэтому я горжусь. Он всего добился сам в Якутии, буквально с нуля. Никто ему не помогал, ни родители, не было таких никаких стартовых капиталов, так сказать. И работает на благо Якутии. У него есть награда даже «Лучший инженер Якутии», которую ему вручили в Министерство ЖКХ. Поэтому я горда успехами своего супруга, да. Сейчас дистант, и по математике, что касается точных наук, занимается супруг с ребенком полностью. То, что касается более таких гуманитарных и уже русский, литература, английский, то это мама. Так занимаюсь. Он окончил Ереванский госуниверситет, кстати, с красным дипломом, что тоже немаловажно. Раньше в советское время было очень хорошее образование, считаю. И
печатался в журналах математических «Квант». Участвовал во Всероссийской олимпиаде тоже по математике. То есть умнейший человек, я хочу сказать. Я очень люблю гостей, очень. И зять у меня такой же, поэтому мы стараемся все время все готовить, много, вкусного, и всегда ждем гостей, всегда. А зять все умеет, и солить, и варить, и готовить, и шашлыки, абсолютно. Вообще, это просто чудо. Каждый выходной у нас праздник, все на столе. Ну вот хочу сказать, что вот мудрость, она приходит с годами. В молодости кажется, что все так ветрено и легкомысленно, да. Мы поступаем своими эмоциями, живем эмоциями. Но со временем, когда человек уже взрослеет и понимает, как нужно жить в семье, и, конечно, я все время ориентировалась на то, что мои родители очень долго, давно живут и как сказать, дружно, да, что вот до сих пор 50 лет в этом году и сохранили этот брак, эти отношения, что в наше время очень тяжело. Конечно, надо притираться, надо терпеть, надо немножко уступать всегда. Никогда не надо выставлять, что только я центр земли. Конечно, с восточными мужчинами это вдвойне сложнее, потому что я считаю, повезло. А как Пусть вот так. интересно, вот у вас мама украинка, папа якут. Вот в детстве вас куда тянуло больше? Вот в сторону украинскую или все-таки в якутскую? Как вот? Дело в том, что детский сад, школа, все было на русском языке. И ездили мы все время отдыхать на Украину. Поэтому там мы разговаривали по-украински с детьми, с местными в деревне. Поэтому, как-то все равно больше и творчество. Папа у меня аналитического склада ума, а мама гуманитария, она творческий, она эмоциональный, чувствительный. Я считаю, немножко, конечно, 50 на 50, но плюс в мамину сторону чуть-чуть, что А по-украински вы что-то можете сказать? Здоровенькі були. До побачення. Песня «Неси Галя воду», это раньше мы ее пели, сейчас я не знаю. Или «Ти казала в понеділок, підем разом по барвінок». Такие которые, в принципе, их весь Советский Союз пел эти песни. Да. А можете напеть немножко? Ой. Несе Галя воду, карамисла гнеться, а за неї Іванка, як барвінок в'ється. Немножко все. Вы давно стали консультировать? Откуда это выросло? Выросло это, конечно, с детства, потому что с мамой я все время была в огороде. Там без этого никак не обойтись. Все абсолютно. То, что делала мама, делали мы, дети, рядышком. И, естественно, все, как хочешь, ты не хочешь, это впитывается. Я это даже сейчас поняла от того, как внуки увлекаются. Мы их все время привлекаем к этому делу, и они настолько этим увлечены, свои опыты проводят, все свое сажают. И с тех пор, естественно, это вы считаете уже сколько я здесь, и всю жизнь практически этим занималась. Потом, когда ушла на пенсию, мне более-менее я так стала еще больше увлекаться. Потом как-то на форуме зашла, тогда еще только форум был, зашла и под ником Балбара, в общем-то, стала этим заниматься. Уже более 7 лет я, так сказать, вплотную. Семинары, конференции, все рекомендации, все, дошла до того, что книжку написала. Так вот и медленные говорили.